Добрый вечер. Армысыз? Асем, слышно меня? Да, слышно. Рассказывайте. Асем, Слышно, слышно. что-то связь такая не очень. Все хорошо. Напишите, что все слышно. Рассказывайте, мы вас Да, вот хорошо слышим. последняя моя чистка была, я сидела на кресле, ну, как положено, на север лицом, и у меня такое ощущение было, как будто я в вакууме была в каком-то вот, прям от всего, от этого, ну, гул в ушах стоял, я вот это помню. И у меня ноги и руки прям сами стали подниматься. И где-то вот я даже как-то испугалась, думаю, господи, что это такое? Потом я своей рукой начала вытирать свое лицо. Ну, так вот, обводить лицо. Вот, Мгм. прям так вот. Такие ощущения были, ну, необычные. Я никогда такого не ощущала даже на марафоне. Да. Слышно, да? Да, слышно, слышно. И сколько длилась А ваша то что-то... левитация? Ой, это я сейчас не помню точно. Ну, ну, порядком, наверное, пока вы не закончили, когда вы уже сказали, что читка заканчивается, я уже стала в себя приходить. И я так вот, ух, аж вздохнула, как будто я не знаю, что-то такое делала. М, Ощущения были такие вот необычные. Вот так вот. А так я сейчас после марафона я съездила до дочери, там мы встретили Новый год. Это за свои 50 лет я первый раз встречала Новый год вне дома. Вы можете себе представить? Да. Я как всегда, как та собачка в своей будке сидела. Вот, это, тем более она же вот квартиру сняла. Мгм. Квартирка такая вот кукольная, прям для нее. Ага. Такая она белая вся, такая фундаментальная, в общем-то. Вот. Она говорит, я такую хотела. Я говорю, ну правильно, сколько ты Асему мучила? С этой, когда смогу, не смогу. Вот. И мы там, особо мы, конечно, не праздновали, ничего, просто посидели там, колу попили, салатики поели, и все. Мгм. Так, Мгм. посмотрели как в окно посмотрели, как в Кустанае пуляют эти фейерверки. Мгм. Интересно было. И все, и потом пошли спать. Ну и правильно. Особо так не праздновали. Вот такие дела. Сейчас я в ванне сделала небольшой ремонт. Да Тоже вы там весь этот и в квартире, и в ванной, да? да, это все после его. Мне еще Гузяля говорит, дочка, мама, смотри, вот после марафона ты как будто со дна поднимаешься, и воздух вот этот вот, он меня как бы питает, и у меня идей столько в голове. Поменяла Аристон, новый поставила, Класс. красивую полку в ванну купила. В общем, я довольна. Супер. Вот, вот это вот все вдохновение приходит после марафона. Так, Вот сейчас теперь Гузель. расскажите, какие у вас были серьезные заболевания до первого марафона? Ой, до первого марафона я страдала паническими атаками на фоне тахикардии и повышенного давления. Мгм. Где-то на четвертом или третьем сеансе, я уже сейчас не помню, когда уже полгода прошло, если не больше. Я как-то стала уже утром просыпаться спокойно, Мгм. без страха, без такого вот, блин, сейчас опять придется таблетки пить, бежать, где-то давление мерить. Как-то вот внутри какое-то успокоение. Тряска вот это прошла. Потом перестала постепенно пить блокаторы.
сердечные блокаторы — это очень серьезные эти таблетки. У них есть синдром отмены, их просто так ну, нельзя бросить пить. А вот Мгм. при помощи марафона я сейчас я их не пью. Мгм. Иногда бывает, таблетку от давления выпью, но это скорее на фоне эмоциональных вот таких вот. И либо сильно я порадуюсь, либо я сильно переживаюсь. Мгм. Ну, как вот, ну, ничего серьезного нет. Сейчас Да-да-да. блокаторы не пью. Этот бисопролол, ну вот кто сердечник сидит, у кого тахикардия, давление повышенное, у кого аритмия, они знают, что такое бисопролол, таблетки, вот эти блокаторы сердечные. Их просто так и нельзя бросить пить. А вот я смогла. Супер. И постепенно все вот это вот приходит в норму. Интереснее становится даже жить с людьми, общаться. Я так особо сидела и ни дома, ни с кем не общалась. А после последнего марафона я Гузали говорю, а нет, это не после этого, время, по-моему, марафона. Я пошла к нам в магазин, я там купила продукты и забыла купить мандарины. Вернулась, я купила мандарины, и один мужчина на кассе за меня оплатил эту покупку. Ну, Классно. я не просила ничего, он говорит, я сейчас за вас заплачу. Я говорю, не надо, вы что? Он говорит, нет. Он мне еще предлагал там, ну, возьмите ананас, возьмите там яблоки, по-моему, были, апельсины. Я говорю, не надо, мне надо только мандарины, все. И вот она за меня оплатила. Я тоже дочери рассказываю, она говорит, это все марафон. Да. Так вот. Классно. Так что, кто сомневается, не надо сомневаться. Проходите марафон. Жизнь поменяется для вас в самую лучшую сторону. Сейчас вот в любых мелочах замечаешь позитив и радость. И это хорошо. Да. Вот так вот. Классно. Благодарю вас, Зульфира. И дочка мне говорит, мама, давай Классно. на чистку. Там к Асеме Чингисхан приходил, обязательно надо на чистку. Да. Они прям наказали мне. В 6 или в 5 утра лежу, и тут... А, я зависла опять, да? нет, нормально. Воины, я не знаю, тысячи, наверное, на лошадях, на конях. Ишунгасхан. Не жатыс. Тебе дали хасет по костям, чтобы работала. Наказал. Я в тот же день объявление сделал, но это 4 дня, да, прошло? Чистка 8,5 болады, 11 000 тенге. Да, где-то так. Чистка қатысыңыздар. Кто еще не слышал, у кого переломы, если есть родственники, открытые, закрытые переломы, у кого позвоночник, у кого кости, суставы болят, у кого нету заземления, обязательно заходите на сегодняшнюю чистку. Через час будет чистка. Добро пожаловать всех желающих. 11 000 тенге тұрады, 11 000 тенге. Я бүгін Аида, хочу на чистку, Дида. Аида уже знает, какая чистка будет. Каспийге емес, Народный банк. Народный. Я QR вам отправлю. Или удаленку отправлю. Пишите в WhatsApp, отправляйте свои данные. Я вам QR или удаленку вышлю. Вы оплачиваете. После оплаты я вам даю ссылку. Дайындалмайсыздар. 2 банк су қоясыздар, ішетін су болды. Қалай дайындалу керек, на канале написано все. Все тексты прочитайте, вам будет понятно.
А так ничего не нужно делать. Народный банк жоқ болса енді на нет и суда нет. Извините. Если постараться, можно найти. У каждого второго человека в Казахстане есть Народный банк. Ладно, ребята. Через час встречаемся. Кто хочет на чистку сегодняшнюю, вышлите мой номер. У кого есть переломы в данный момент, у кого перелом закрытый, открытый, нету заземления. Ну, заземление вы не поймете. Суставы у кого болят, могут участвовать на этой чистке. За 3-4 дня ваша кость будет заживать. Понимаете? Вы хотите в гипсе ходить 2 недели или 3 недели? Или за 3 дня вы хотите исцелиться? Переломы будут заживать за такую цену. Это очень дешево. Потом в записи эта чистка будет стоить 30 000 тенге. Отзывы я позже выложу. Я артымда тұр. Отзывы я где-то в 9-10, да, грыжаға болады. В 9 часов я сюда буду выкладывать отзывы. Вот тогда вы будете локти кусать, что не зашли на эту чистку. Не обязательно иметь перелом открытый или мясо нагара. Водомерка. И молодец, молодец, пиши. Балаңыз үшін қатыспайсыз, сіз өзіңіз үшін неге қатыспайсыз? Причем тут бала? Бала өзі қатысу керек. Жаза берсін. Кто отключил? Не надо было отключать. Қоса беріңіз, это наоборот рейтинг поднимает. Жыны ғой, ананың ішіндегі жыны. Жазғызып отырған. Ладно, ребята, за себя, кто марафоны не проходил, чистки мы не за кого-то не проходим, мы проходим за себя. Что за это спасательство? Кому хотите, даже своим родным детям, лучше оплатите, пусть сам ребенок участвует. Ему не обязательно понимать это. Это все на тонком плане, это как ментально, понимаете? Его будут окружать аруахтар, он будет под энергией Творца, понимаете? Там понимать ничего, это не уроки какие-то, это просто чистка. Ребенка сажаете, если есть переломы, наушники надеваете и все. Удаляйтесь из комнаты, потому что вместе, вот одну чистку покупают, и толпой сидеть нельзя. Құт берекеңіз кетіп қалады. Вы отправляете свою фотографию, фамилия, имя, отчество, бір кісіге алып, семьямызбен бәріміз қазір чистетіп аламыз деген жоқ. Құт деген нәрсені енді қазақтар біледі. Құт берекең қашса үйден, это можно дальше не жить, понимаете? А моих аруахов вы не обманете. Обязательно. Урланат деген, урланбайды ғой, ладно, не буду говорить. Через час будет чистка. Через час, да? Да, через час будет чистка, заходите. Всего доброго.